Окруженный лесом и Уральскими горами, вдалеке от больших дорог старинное русское село Крылыханово спряталось. Издавна это село местными умельцами да проворными мастерицами славилось. Да и сейчас здесь люди трудолюбивые живут, все своими руками делают, да и старинные ремесла не забывают. В каждой избе здесь раньше ткацкие станки стояли, да и нынче они стоят. Да только вот на них одни бабушки и работают. Днем с домашними делами управляются, а вечером за рукоделие садятся. Над серебряной рекой, да на золотом песочке парень девицу стерег, да потерял следочки, следу нет, следочков нет, да нет, как не бывало чужой дальней стороне, да речка сколыхала. Основу для ткани на особом приспособлении – сновалки делают. Сновалка эта большие размеры имеет. Крутится она, да нити для прочности в один моток собирает. Спутается нитка, и весь труд на смарку пойдет. Две ниточки берешь, связываешь их, это обои вместе, и это вот, зацепляешь сюда, это они связанные, так зацепляешь и начинаешь крутить. Здесь вот дойдешь до сюда на этих на рогатках, сперва к низу, а потом, чтобы тут получился крестик, и обратно. Опять доверху дойдешь до сюда, зацепляешь, обратно идешь, и обратно, и обратно. Опять же делаешь так. Сколько надо пасом, ширину материала, значит, делаешь, считаешь в пасме 30 ниточек. А когда по 4 ведь нитки-то вот это делаешь 2 внизу и 2 вверху, 4. Это значит, чтобы основать одно пасмо 15 раз объедешь вот так вот, и вот получается вот эта вот самая штучка. Сейчас снимаю с верхней этой и начинаю, как кишка у нас называется. При благополучном завершении работы нити в кишку переплетают, да другим мастерицам дальше передают. Вот когда мы насновали, эту кишку сняли, завязали ее и начинаем вот в это бердо одевать. Здесь оно вот распределено, вот пасма, вот это пасма, 2, 3 и вот так вот до 10. Давай, начинай. Вот. Можно через зуб, чтобы лучше нагнулось. Вот. И мы вот так вот и одеваем ее. Одеваем ниточку, спутаешь, и все. Да, и все уже оно не пойдет. Придется распутывать. Это за один час ничего не, за один день никак не сделаешь. Вот только вот сновали сколько стен. Это Васта Федоровна только сновала еще одну стену. А если 10 стен вот сновать, это очень много, долгая история получается. Да. В нашем селе все ткали. Вот. Это вот полотенце моей мамы. Тут вот они наговаривали там 8 или как только пасом такое. А это вот 16 пасом нужно было вот на это насновать все. Потом бердо также надевали и вон узор-то выводили. А потом вышивали вот и вешали тоже по праздникам вот их
вывешивали. Ткачество в старину важным делом считалось, особого внимания и серьезного отношения к себе требовало. К работе в легкий день рано утром приступать полагалось, в бане помыться, в чистую одежду переодеться, да образу Божьей Матери помолиться, разрешение на работу попросить. Все ребен, коноплю, все сами все делали, ростили. Вот это вот все делали. И потом коноплю мочили, эту самую лен расстилали. Потом, значит, это все в баню таскали, сушили. Это мялко было. У нас в бане она так и стаскалась. Все это. А потом мы это пряли, потом залили мотики, потом их полоскали, да вот работа была. Не моя, да не милая, старня воду пала, и пала, потонула, тяжело вздохнула. Раньше, когда замуж выходили, вот эти полотенца вешали на стену. У меня вот маминых было 14, а вон то белое, это уже я сама вот такие на ямчатом материале вышивали, кружева эти вот вязали. Их было 4 или 5 ли. Перина была от мамина, еще подушки вышитые были. А пришла одна соседка и наговаривает, это вот так сама шупает. Раньше же плохо было, некоторые и с соломенными матрасами, и из мочала были матрасы. А у меня перина была, она стоит, наговаривает, сама шупает. Какая у меня постель. Я одна дочь была, так вот что мама отдала перину, а сама осталась на матрасе, на мочалином. Любят бабушки старинные наряды из сундуков доставать, пояса с кистями, да фартуки с кружевами одевать. Это пояс принадлежал моей маме Ушаковой Марии Ивановной. На нем написано: «Да воскреснет Бог, и расточите его, и набежать от лиха его ненавистного, и оши его, яко исчезнет дым и кисточки». Это все делала еще мама, и я храню это. Выступаем мы в нем. Их раньше носили только вот в церковь ходили или в воскресенье, там какой-то праздничный. По годовым праздникам. Да, по праздникам. А в такие дни просто такие юбки носили длинные, но без украшений. Фартук тоже мамин еще не по наследству достался, я его храню. Фартук в 1910 году его вышивали. И этот фартук принадлежит Кузнецовой Татьяне Игнатьевне. Она вышивала, мамина сестра. Потом маме по наследству достался, теперь уж мне. Из украшений бабушки старинные бусы из бисера предпочитают. На праздники да в гости их одевают. А бусы эти почему-то жемчужными называют. Издревле в нашем селе занимались бисероплетением. Например, моя бабушка плела вот такие бусы. Именно плела, потому что это делается крючком. Когда-то я увидела их, и мне очень тоже так же захотелось. Особенно трудно набирать узор, потому что если ты наберешь хотя бы одну бисеринку неправильно, то узор уже у тебя не получится. Также бабушка меня научила вязать. Вязали спицами, вязала крючком. Хочется еще научиться вышивать на машинке. У меня раньше мама умела это делать, она потому что училась на швею, и она делала узоры. Вот тоже хочется попробовать научиться. Сереже очень нравится, потому что они очень яркие. Да, Сережа? Да, вот тоже подрастешь, и тоже я тебя научу этим делом заниматься. Крылыхановские мастерицы так
умеют цвета подбирать, что ткань в рукотворную радугу превращается. Да у каждого половичка неповторимый рисунок получается. Я сейчас половики из дорожки. По старинному половики. Не основала я 2 стены, значит 12 метров. Ну 12-11 будет. Оно маленько утыкается, да, что-то как бы не сбиться со считаж, который рядом. Считаж. Если порвется нитка, вот сейчас порвется нитка, надо ее найти. Где она? Сперва в эту вдевать нитинки. Еще ж, ну вот на основании тут зеленок-то, их видно, которая нитка порвалась. Еще ж найдешь эту нитку и смотришь, которая она с ниткой. Это вот черная с белой, значит, ты опять идешь. Воробьев-то, чтобы не было, чтобы было гладко края-то. Ткачество – дело сложное. Не всякий это мастерство освоить может. Вот и в селе Крылыханово Белокотайского района бабушки стараются это ремесло не забывать, да молодым свой опыт передавать. Старенький для всех обузок, всем охота жить одни. Поженились, одни, 115 ходит дней. Раньше пели всем дружно, Катерина с Лизою, а теперь поют частушки лишь по телевизору. У частушки есть начало, частушки есть конец. Частушки ваши слушать, скажем прямо молодец.